Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet, спонсор спортивных эмоций. Очередные противостояния в кулачке. Садраддина назвали захватывающим боксером. И почему Топури отказался от Махачева? Узнаем в ближайшие минуты. Армысың Спорт Серкаум. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Новости контактных видов спорта. Садраддин Ахмедов снова в игре. Ждем шоу 13 декабря. Казахстанский боксер первого среднего веса Садраддин Ахмедов возвращается, чтобы устроить очередной фейерверк. 13 декабря в Сант-Инизе солдат Кью выйдет против американца Рафаэля Игбофи. Один из самых захватывающих боксеров в игре. Не пропустите, обещает UFC Fight Pass. И мы им верим, потому что бой Ахмедова – это всегда экшен, мощные удары, бесстрашие и зрелище для тех, кто ждет не просто бокса, а войны на ринге. Садраддин готовится под крылом легендарного тренера Абеля Санчеса, а его карьерой заведует сам Том Лефтер. Тот самый, кто раскрутил Геннадия Головкина. К слову, организатор турнира – босс UFC Дана Уайт. С такой командой за плечами Ахмедова остается только взрываться в каждом раунде и дарить нам крутейшие эмоции. А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Топурия забыл про Махачева. Смена приоритетов или хитрый план? Еще недавно Илья Топурия уверял весь мир, что станет первым, кто заставит Ислама Махачева сдаться. Но теперь чемпион UFC в полулегком весе внезапно переключился и перестал упоминать Махачева в числе желаемых соперников. После яркой победы над Максом Холлоуэем на UFC 308, где Топурия защитил свой титул нокаутом в третьем раунде, он явно наслаждается статусом короля полулегкого дивизиона. Ислам же тем временем готовится к бою с Арманом Царукяном, который пройдет 18 января на UFC 311. Правда, официального титульного статуса этот поединок пока еще не получил. Топурия на данный момент третий в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а Махачев возглавляет этот список. Что произошло? Илья решил избегать чемпиона легкого веса или, напротив, затаился, чтобы вернуться с новым вызовом? Димитриус Джонсон назвал переход в ONE FC своим лучшим решением. Легенда UFC Димитриус Могучий Мышонок Джонсон, установивший рекорд из 11 защит титула, признался, что уход в ONE FC в 2018 году стал для него поворотным моментом. «ONE – лучшее, что со мной случалось», – заявил 38-летний боец. Как-то мне кто-то сказал, мол, в UFC ты забираешь лишь 23% от заработанного. Я провел 12 титульных боев, а потом посмотрел на цифры и подумал, что за фигня, и это все? ONE Джонсон провел 6 боев, одержав 5 побед, включая реванш и трилогию с Адриано Мораесом. По его словам, переход не только расширил карьерные горизонты, но и позволил улучшить свое финансовое положение. Битербиф и Бивол заработают в 2 раза больше за реванш. Промоутерская компания Top Rank сообщила, что в случае проведения реванша между Артуром Битербиевым и Дмитрием Биволом гонорары боксеров будут как минимум в 2 раза выше, чем в их первом поединке. Реванш, скорее всего, состоится 22 февраля, однако еще не подтвержден официально. Напомним, что в их предыдущем бою 13 октября Битербиев одержал победу решением судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После поражения команда Бивола заявила о возможном протесте на работу судей. Друзья мои, если вы еще не успели распланировать свой досуг, то мой коллега Диас с удовольствием вам в этом поможет. Диас, какие турниры нас ожидают? Ассаламу алейкум, хурметті Найзадай көрермендері, с вами Диса, и у меня есть чем поделиться. Не буду долго тянуть. Погнали! Сегодня в пятницу в Эр-Рияде пройдет финальный турнир ПФЛ сезона 2024, в котором будет сразу 6 титульных поединков. В главном бою вечера состоится финал Гран-при в полулегком весе. Непобежденный дагестанец Тимур Хизриев и британец Брэндон Лохнейн сразятся за пояс и $1 миллион. Да, в случае победы Брэндон может стать двухкратным чемпионом Гран-при ПФЛ. Ну а в соглавном бою состоится финал в женском наилегчайшем весе. Англичанка Дакота
Марта Дитчева подерется с бразильянкой Тайлой Сантос. Ну вообще на турнире пройдет много интересных боев, мы выведем их на экран, чтобы вы с ними ознакомились. 30 ноября в Туркестане пройдет турнир Алаш Прайд 102. В главном бою вечера непобежденный Саламат Избулаев проведет свою первую защиту пояса против чеченского бойца Нурди Гацаева. Изначально соперником Саламата должен был стать кыргызстанец Рустамбек Нуржанов, который был полноправным чемпионом. Бойцы должны были провести объединительный бой, так как Саламат был временным чемпионом. Но Лига Алаш Прайд лишила Нуржанова пояса. Причиной стали частые срывы бои против Избулаева. По вине Рустамбека поединок сорвался аж 3 раза. Вот такие эмоции в Лиге Алаш Прайд. Ну а спонсор наших спортивных эмоций — 1xBet. Ну а в соглавном бою казахстанец Кирилл Литвиненко подерется с Муслимом Нурмагомедовым из России, который в последнем бою уступил Саламату Избулаеву. Ну а Кирилл идет на 4 победах без поражений. Бой пройдет в легком весе. В субботу, 30 ноября, в Алматы в Балон-Шалаке пройдет турнир Nomad Fighting 11. В главном бою вечера пройдет чемпионский бой в легком весе. Иса Тандовский Исаев проведет первую защиту пояса против Муратбека Терминатора Касымбая. Напомним вам, что в сентябре этого года Иса победил экс-чемпиона Ерната Тугельбекова техническим нокаутом в 3-м раунде и стал новым чемпионом. Ну а Муратбек заявил, что хочет вернуть пояс обратно в Казахстан. Вот как ему ответил Тандовский: Муратбек, придется тебе смириться с тем, что 30 числа он снова уедет к нам. Сначала рухнешь ты, а потом, пока ты будешь восстанавливаться морально и физически, я готов наказать персидского дагестанца, заявил Иса. В соглавном событии вечера пройдет еще один чемпионский бой, но уже в полусреднем весе. Чемпион Темирулан Шашубай и временный чемпион Васиф Аббасов проведут объединительный бой в весе до 77 килограмм. На сентябрьском турнире Nomad Fighting 10 Васиф победил Харуна Базиева и стал временным чемпионом. Тогда он вышел на замену Темирулану, который должен был провести свою первую защиту. И вот что он сказал: в прошлый раз я спас его задницу, в этот раз я буду ее надирать. Ты говоришь, что спас мою задницу, не понимая, о чем ты. Ты даже свою задницу не можешь спасти, ответил ему Темирулан. Короче, друзья, вот такие классные нас бои ждут. Ну а также на турнире нас ждут другие бои. Жуман Жумабеков против Веллингтона Лоба. Еркебулан Тохтар против Фары Едулаева. Чемпионский бой в легчайшем весе. Айдоса Жапарбергенова против Бектаса Кассиная. И другие поединки. Обязательно пишите в комментарии, какие бои вы ждете больше всего, за кого вы болеете. Ставьте лайки. Спасибо, что всегда с нами. Наша Найзадай семья. Спасибо за эмоции 1xBet. Ждем горячих турниров и вернемся во вторник, чтобы все разобрать по полочкам. Пока-пока. До вторника. Как идет подготовка Муратбека Касымбая и Сагынай Шыкыр к предстоящему турниру Nomad Fighting 11, рассказал их непосредственный тренер Ораз Алдибаев. Специально для Найзадай Ньюс. Ассаламу алейкум. Комментарий о бое Муратбек Касымбай и Иса Исаев. Там оба хорошие бойцы, нокаутеры. Думаю, там до 3-го раунда рубка будет, заруба будет. А после 3-го раунда Иса Исаев устанет, думаю. После 3-го раунда Муратбек наш финиширует, думаю, Иса Исаева. Также там есть Сагынай Шыкыр, узбекским бойцом. Там полностью бой будет. 3 раунда с решением Сагынай Шыкыр выиграет. 5. Ровно столько раз Конор Макгрегор обвинялся в насильственных действиях интимного характера с 2018 года. Ну, что тут можно добавить? Терпение его супруги, которая, несмотря ни на что, верит и ему, и в него. Друзья, на этом все. Делитесь вашим мнением в комментариях, подписывайтесь и закидывайте сердечки. Отличных выходных. Прекрасного просмотра предстоящих турниров. Всем пока!